Экономический кризис в стране сегодня воспринимают двояко. Кто-то разводит руками и сетует на безденежье, ну а кто-то воспринимает его как шанс вырасти и заработать. К тому же правительство страны определило четкий вектор развития. Больше своего, меньше импортного. Здесь формула проста: поддержка малого и среднего предпринимательства, различные льготы в виде налоговых каникул, например. И главное – поддержка государства. По мнению экономистов, она должна выражаться в защите бизнеса от излишне любопытных чиновников и в четких правилах игры на рынке. Наши предприниматели, к чьим кругам мы ближе всего находимся, они, в общем-то, ратуют за то, чтобы не столько помогали, сколько не мешали. Мы, в общем-то, тоже, вспоминая опыт исторический, когда у нас были в 90-е годы проблемы, вот также с товаром резко поднялся доллар и импортного товара стало, можно сказать, не хватать. Но тут же появился наш. Для предпринимателей, в принципе, это благоприятная среда, когда исчезает рынок, освобождается ниша. Замыкаться на себе не стоит, утверждают эксперты. Надо выходить на отечественный рынок и обмениваться опытом, пусть даже отрицательным. Ведь впоследствии это дает свои плоды. Например, ежегодная выставка Чечен-Агро-Экспо собирает российских производителей. Цель – продвижение внутренней продукции. Сегодня представители торгово-промышленных палат СКФО собираются в студии ЧГТРК «Грозный», чтобы обсудить, что делать в год кризиса. Программу «Кавказская перспектива» можно увидеть уже совсем скоро. Мне кажется, выжить – это сказано не совсем правильно, потому что нам нужно не просто выживать, а нам нужно развиваться. У нас не стоит цель выжить. У нас стоит цель развивать нашу экономику, развивать наш регион. Внедрение, допустим, нашей промышленности в какие-то зарубежные страны, может быть, продвижение нашей продукции на экспорт. То есть это у каждого предприятия есть свои задачи. И наша задача – сделать их цели просто реальностью. Правила игры на российском рынке изменились в августе, когда Москва ввела ответные санкции против европейских товаров. На полках освободились места, и власть занялась программой импортозамещения. Сегодня все просто. Люди хотят экономить и деньги, и время. Компьютер с выходом в интернет и телефон – практически все, что нужно для фирмы. Никаких инфраструктурных затрат, штат сотрудников минимален. Заказы под действующие сектора экономики, они есть. Это и что касается как раз воспроизводства в сельском хозяйстве, да, это что касается индустрии строительства, что вообще информационные технологии, чем они обусловлены. Да, это не надо разворачивать какие-то там производственные мощности, это достаточно легко воспроизводимо, легко, то есть после получения образования соответствующего человек, там, имея стол, элементарные признаки для того, чтобы осуществлять свою деятельность, он имеет возможность создавать там продукты в сфере информационных технологий. В западных странах малый и средний бизнес составляет в совокупности около 70-80% от ВВП. У нас только 20%. Колоссальный потенциал для роста, к которому сейчас подталкивают обстоятельства. Если этот сектор будет развиваться большими темпами, то уже никакие санкции нашей экономике будут не страшны. Возможности расширения бизнесов, предоставление доступа к сетям, для того, чтобы они могли свою продукцию, собственно говоря, доводить до конкретного покупателя. Это первое, на мой взгляд. Вторым очень важным моментом, на мой взгляд, являются те условия, о которых говорили для предпринимателей, в частности, это комфортные условия ведения бизнеса. Ресторанный бизнес сейчас тоже осваивает новые правила игры. Продать дорогой интерьер, атмосферу, заложив все это в стоимость блюд, значит растерять клиентов. Они в связи с кризисом становятся все требовательнее. Как и требовательнее становятся соответствующие органы. Мало открыть кафе или шашлычную, необходимо еще и соблюсти букву закона. налоговые совместно с администрацией, что учет عدودات حوص ليحكن لقى سمح قلت شو بيلقوا ولا تنزلوا عدودات حوص ليحكن بلش ليحكي. دوا صق وشوا حوشنكي شلون. Кризис в свою пользу. Именно по такому принципу работает сегодня торгово-промышленная палата Чечни. У нее тоже есть свой план антикризисных мер, они основаны на поддержке отечественного производства и расширении российского рынка сбыта. Не забыли, конечно же, об привлекательных инвестиционных проектах. Считаем, что вот в такой кризисный момент необходимо объединиться, создать кооперативы, ассоциации, и только совместными усилиями можно не то чтобы там преодолеть кризис, а одержать победу и обеспечить себе, так скажем, достойную жизнь и выжить вот в такой сложной ситуации. В наиболее сложной ситуации сегодня оказались те, кто жил за счет кредитов и инвестиций. Те, кто развивался за счет собственной прибыли, получили шанс. И дальше все зависело от грамотных решений. Именно к ним сегодня федеральный центр и подталкивает предпринимателей. Ведь кризис – это не только возможность потерять, но и такая же возможность заработать. Левтина Банадыкова, Муса Астемиров и Султан Умаров. Новости.